Якутия считается самой богатой республикой в России. И потихоньку якутская культура будет подниматься и завоевывать мировое пространство. Ага, ну теперь, я думаю, надо думать о будущем. Да, как нам дальше будет? Какие успехи в литературе, в искусстве нас ожидают? Я думаю, что перспективы хорошие, потому что у нас в Якутии талантливых людей много. Кинематограф уже вышел на орбиту. Ага. Ну и я считаю, что театр давно вышел наш, артисты вышли на орбиту большую. Того же Юрия Макарова, Андрея Сача Борисова, Сергей Потапов особенно. Их знают в зарубежных странах во многих, приглашают даже работать. И он там ставит свои пьесы. В общем, вот, думаю, потихоньку якутская культура будет подниматься и завоевывать мировое пространство. Да, потому что наш народ, хоть и малочисленный, но очень талантливый. И вот эти таланты, мне кажется, надо поддерживать. Особенно нас должны поддержать со стороны правительства наше, да? Руководство должны обратить внимание и финансово. Все сейчас зависит от денег. Деньги есть, будет и успех. Потому что без денег сейчас ничего не делается, да? Если финансово будут поддерживать наших писателей, художников, кинематографистов, дело пойдет быстрее и лучше, да? Обидно, что вот у нас и до сих пор существуют союзы писателей, художников, архитекторов, кинематографистов. Все это союзы существуют, а в других республиках союзов уже нет, ликвидированы. Вот, поэтому если вот эти союзы, творческие союзы наши будут поддерживать финансово, то мы будем быстро развиваться. А сейчас обидно, что писателям, когда они печатают свои произведения, не им платят гонорары, они должны платить за публикацию своих. Это же вообще парадокс. Понимаете? Все обратное. Вот, поэтому должна быть очень большая поддержка, чтобы, особенно в публикации произведений наших литераторов, чтобы поддержали союз писателей Якутии. Это было бы прекрасно, да? Ну, посмотрим, но денег, как всегда говорят в республике, нет. Хотя, парадоксально, хотя Якутия считается самой богатой республикой в России. У нас все есть, добывается. И алмазы, золото, и уголь, нефть, газ, все есть, да? А мы живем в такой, как говорится, бедности. Даже на искусство у нас денег нет, отказывают. Это печально. Все уходит в Москву, все забирает Москва. Потому что все эти большие добывающие производственные организации, эти акционерные общества, фирмы, они все зарегистрированы в Москве. Не там, где вот это добывается, да, богатство, а именно в Москве. И в Москве же платят деньги, налоги. Зачем? Как это вообще уму непостижимо? Если бы они хотя бы мы получали эти налоги, да, жизнь пошла бы у нас, как говорится, больше, лучше, веселее, и искусство бы развивалось. Я очень желаю в конце нашей беседы, разговора, чтобы нам, творческим людям, помогали финансово. А мы захромали в этих вопросах. Вот так. Ну вот такой разговор. И напоследок мне хочется, традиционно говорю, пожелать всем здоровья. Потому что вот этот проклятый коронавирус
коронавирус, пандемия уже надоела всем, весна наступила, и мне бы очень хотелось, чтобы мы уже сняли все маски и продолжали свою жизнь, как жили, так и продолжали бы жить. Вот, и пандемия все это ушла. Но она уйдет. Ага. Потому что многое зависит от воли неба, как говорится. Да. И вот то, что сейчас мы же, якуты, это тенгрианцы, верующие Аитангара, да? Это древняя, самая древняя религия в мире, тенгрианство, да? И вот она связана именно с культом неба, то есть Каллан Хирдата, говорят, Пангара Хирдата. Пангара Хирдата, Пангара – это небо, это космос, Куяр – это космос, все связано с космосом. И говорят, что пандемия тоже пришла из космоса, она связана с космосом. Ага, и вот этот ушедший 20-й год, он был связан с тем, что выстроилась парад планет был. Редко так бывает, когда все планеты выстраиваются. Вот это заметили ученые. Как только парад планет, все на планете Земля начинаются там катаклизмы, болезни, эпидемии, вот именно в это время. А как только снова опять устанавливается, планета расходится, и все становится на свои места. И вот, я думаю, это тоже связано. Поэтому наша вера в Тенгри, я думаю, что это самая близкая религия, как говорится, с которой она сейчас, с наукой она близка. Вот наука разрешает все эти проблемы, постулаты тенгрианцев, все в науке написано. Поэтому я считаю, что это тенгрианство – это самая современная, самая верная, правильная религия в мире. И мы должны быть связаны, вот природа, человек, космос, все связано. И мы должны быть связаны, держаться друг за друга, помогать друг другу, и тогда народ Якутии, Сахалар-Беги, добьемся очень больших успехов во всех сферах нашей прекрасной жизни.